Здравствуйте, Тимур Хасанович. Спасибо вам, что вы выделили для нас время для такой беседы. Тимур Хасанович, вот вы в своем творческом вечере тоже сказали, что судьбы русских и таджиков вас очень волнуют. Вот вы знаете, что почти 1 миллион граждан Таджикистана работают в России, да. И иногда они становятся мишенью нацистских группировок, даже их убивают. Вот почему, на ваш взгляд, такое получается? Самое главное, что и русские, и таджики не отвечают на зло злом. Вот и таджики, и русские, они не отвечают на силу силой. Вот. И, конечно, есть в России определенные там фашистующие группировки. Они нападают не только на таджиков, они нападают на всех, и народцев, так сказать, и на племенников. Сама ситуация в России очень нестабильная. Очень нестабильная. Вот. Она держится на авторитете одного человека. Понимаете? А это очень немного, когда все держится. Вот что-то с человеком случится, и все полетит колесом. Арбы, да? Как арба. Колесо старой арбы летит. Вот. А вот когда в стране только один лидер и все держится на одном авторитете, это плохо, да, на Москве все-таки? Но вы знаете, есть классические страны, да, которые держатся на монархии. Монархия. Вот. И все империи, великие империи, их сила и слабость была в том, что они зависели от первого лица, от первой фигуры. Вот советская, Великая империя, советская, она тоже была очень мощной. Она соревновалась с самой великой американской империей. Да? Первое лицо имеет очень большое значение. Что касается России, Россия всегда стояла на монархии, на первом лице. Она всегда здесь. Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Николай I, Александр III, Александр II, Александр I. То есть великие цари вели русскую историю. Опираясь на религию. У меня есть такое изречение, что цари проливают реки крови. Цари проливают реки крови. Тираны, следующий после царя идет тиран. Тираны проливают моря крови. Но слабые правители проливают океаны крови. Понимаешь? Поэтому для народа очень большая трагедия слабый правитель. Знаете? Вот та модель правления государством, которую вы упомянули, которая есть в Европе, да, вот есть парламент, президент зависит от мнения народа. Он не применим к нашим регионам? Вы думаете, такое вот... Вы знаете, я думаю, что все-таки не свойственно русскому народу. Это не жизнь русского народа. Русский народ, монархический народ, это монархия. И даже там в Горбачеве, в Ельцине, в Брежневе, в Путине русский человек видит монарха. Ему хочется, чтобы это был монарх. Спасибо огромное вам, Тимур Хасанович, за вот такую прекрасную беседу. Ну, что поделать, старались.